Настоящему летчику без удачи никуда. На высоте может случиться всякое. Я, конечно, не летчик, но посмотрим, повезет ли мне на празднование Дня воздушного флота на Мирнинском авиапредприятии. Как и в путешествии, здесь все начинается с посадочного талона. Гостям праздника вручали такие на входной зоне. Правда, талоны нужны не для полета, а для участия в розыгрыше. На кону сюрприз от МАП. Увидеть на летном поле вертолет явно не сюрприз. И все же авиаторы подарили гостям праздника новые эмоции, за которыми выстраивались многометровые очереди. Побывать в кабине пилота вертолета могут единицы. Однако сегодня случай особый. Каждый мирнинец, пришедший на праздник, смог ощутить, каково это – быть за штурвалом. Капитан Анна Ильчук, конец связи. Примерить роль матерого летчика пожелали и дети, и взрослые. Ведь полеты на высоте нескольких километров захватывают воображение. Более захватывающим будет только полет без самолета. Ясное небо, яркие парашюты и полный контроль ситуации. Практически с небес к мирницам спустились 4 парашютистов. Среди них Артем Савинский, за плечами которого более сотни прыжков. Говорит, такие выступления происходили бы чаще, если бы не непредсказуемость августовской погоды. Мы пытались позапрошлом году, нам погода не позволила. В этом году погода прекрасная, миллион на миллион. Радуйся вместе с нами. А вот принять участие в таком празднике, вот у вас какие вообще эмоции? Ну, такие же, как у вас, все прекрасно, приятно, весело, здорово. Почетная миссия поднять парашютистов на высоту более километра досталась молодому пилоту Сергею Меркульеву. В праздничной авиапрограмме он участвует впервые. Для меня это тоже новые эмоции, новый опыт. Это и перед пассажирами, перед нашими парашютистами ответственность большая, и перед жителями города Мирного. Удивить их, впечатлить тоже очень, и нам даже от этого приятно. Если нет крыльев нужной лопасти, в движение их приводит вот такое устройство. Демонстрация внушительных деталей расширила знания мирнинцев об устройстве вертолета. Знакомьтесь, Ми-26Т. В 1999 году на таком вертолете перевезли уникального пассажира – мамонта в 20-тонной глыбе льда. Сейчас такие активно используют по всему миру для тушения лесных пожаров. Опытные сотрудники Мирнинского авиапредприятия отмечают, с годами все больше горожан разделяют с ними профессиональный праздник. Это подстегивает желание удивлять и показывать что-то новое. И столько много людей неравнодушных к авиации. Это очень радует, что традиции, связанные с воздухоплаванием в России, они живы в нашем городе, в нашем районе и продолжают развиваться. Алена Сергеевна, здравствуйте, с праздником вас. Вы победили? Сюрприз дня модель известного Боинга нашел свою хозяйку. Нам в розыгрыше не повезло, но впечатления и эмоции от торжества на летном поле, обычно закрытым для свободного посещения, останутся надолго. И это тоже в каком-то смысле подарок. Праздник собрал сотни неравнодушных. И в этот день каждый желает авиаторам одного – чтобы количество вылетов было равным количеству прилетов. Анна Ильчук, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».